Для чего работают добровольцы поисковых движений? И как сохранить память о Великой Отечественной войне? Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель проекта «Я вернулся, мама», председатель общественной организации «Наш дом», город Грозный, Сайпуддин Гучигов. А также он руководитель проекта «Последний рубеж», член Союза журналистов России. Машол. И сразу, переходя к нашему разговору, тема очень важная. Великая Отечественная война. Участники Великой Отечественной войны. Тема очень важная для любого человека, который проживает на территории бывшего Советского Союза, на территории России и, конечно же, у нас, на территории Чеченской Республики. И мой первый вопрос, Айпудди, я вас знаю не первый год, и все-таки хочу задать вот такой вопрос. Для меня он тоже важный. Проект «Последний рубеж». Вот расскажите, как родилась идея его создания, кто составляет его основной костяк, как вы пришли к поиску воинов, павших на чеченской земле во время Великой Отечественной войны? Прошу. Ассаламу алейкум. Впервые мы создали организацию «Наш дом, город Грозный». Она была создана 20 лет назад, в 2006 году. Цель этой организации была... 20 лет тому назад? 20 лет назад, да. Она была создана организация... «Наш дом, город Грозный». Прошу. Она действовала еще раньше как инициативная группа. С 2006 года она начала действовать уже как организация. И цель этой организации, во-первых, сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной, сохранение заброшенных захоронений, которые были заброшены из-за трагических событий на территории Чеченской Республики. Мы стали заниматься поиском по просьбе родственников могил, которые были на заброшенных кладбищах города Грозный. И занимаясь этим, как-то нам попал список солдат, которые похоронены на центральном кладбище города Грозный. Там в списке оказалось более 700 человек, солдат, те, кто защищал город Грозный. Стали работать с архивами, выяснилось, что эти... Минуточку. Да. Списки когда примерно к вам в руки попали? В руки нам попали списки, основной список нам попал в 2018 году, и в 2019 году мы стали работать по этому списку. А до этого они все находились, погибшие на кладбище? Вообще уникально то, что они были на этом кладбище захоронены официально. Что я и хотел узнать, прошу. Но до 2007 года все эти списки были под грифом «секретно». То бишь это госпитальные захоронения, но они были под грифом «секретно». И в 2007 году, когда министр обороны рассекретил, по приказу министра обороны Сергея Шойгу, когда были рассекречены списки, естественно, родственники уже успокоились, потому что родственники этих солдат, прямые родственники, сын, дочь, они уже, скажем так, многие ушли из этой жизни. А внуки, правнуки, уже, естественно, конечно, это далекая история для них, это казалось бы. И мы решили узнать, интересно, знают ли родственники о том, что их бойцы лежат здесь. И когда мы разослали через портал «Открытый НКО», есть такая платформа, и тут же отозвался сын с Якутии, с Бурятии, Цыбиков, сын бойца, сказал, что он его 83 года мне, я, говорит, жду вестей об отце, вы вообще сделали такое для меня на склоне своей жизни. Житель Бурятии? Житель Бурятии, совершенно верно, он узнал об отце. Его отец здесь, в земле Чеченской Республики, Чеченской земле. Совершенно верно. Потом отозвался еще один сын, отозвалась дочка с Осетии, которая работает в государственном управлении, в архивном управлении, и она пошла работать в архивное управление для того, чтобы узнать о судьбе своего отца. Естественно, она о нем не могла узнать, ей тоже 83 года, когда отец уходил, последние вести пришли, говорят, домой в 1942 году, что он погиб где-то в наших краях, возможно, последнее о нем известие было. Отец 6 детей. А дочке было 2 месяца, когда он уходил на фронт. Она его, естественно, не помнит.
Ну и все братья, сестры, говорит, мои умерли, и вы принесли нам такую весть. Я, говорит, и приехала она, конечно же, сюда. Она каждое 9 мая, первое, от кого я получаю поздравления, звонки, это от нее. Она звонит и мне говорит: Сайпудин, я звоню тебе как своему отцу. Сколько у вас родственников на территории страны? Очень много, сейчас очень много. Вот сейчас 12 семей еще нашлось тех. И более того, сейчас мы нашли еще солдат, останки солдат, мы еще на полях работаем, у нас поискового отряда. Давайте вот так, к этому еще вернемся, давайте вот продолжим по сценарию нашу программу, а то мы не успеем осветить очень многое. Вот расскажите мне про остальные проекты, потом я вернулся, мама. Да, ну мы запустили акцию всероссийскую, тогда на тот момент патриотическую акцию «Я вернулся, мама». Это было еще перед буквально пандемией, когда у нас началась пандемия. И мы обратились, естественно, опять в портал «Открытый НКО», и они разместили и более 230 газет России, в том числе такие, как «Московский комсомолец», «Аргументы, факты», и «Тартас», и многие-многие другие средства СМИ подхватили эту акцию, и она разошлась по всей России. К нам стали поступать звонки. И в этот момент, по злому року, началась вот пандемия, и наша акция, будем говорить так, тормознулась, да. Ну и следом настали вот времена СВО, и мы вот решили в прошлом году обратно возобновить с новой силой, потому что мы знаем, что, к сожалению, и на СВО бывают такие случаи, когда приходится искать человека. И вот мы с новой силой запустили эту акцию, и вот буквально 16 апреля, позапрошлом месяце, к нам приехал племянник из Грузии. Их приехало 13 человек. Я видел репортаж об этом, видел. Было очень важное событие для республики. Встречал Ахмед Махмудович Дудаев. Наше телевидение освещало. Да, совершенно верно. Да. Было очень. И тогда наша акция обрела официально уже статус международного. Хотя минуточку, опять же минуточку. Да. Всероссийская акция «Я вернулся, мама» сейчас международная. Она является международной патриотической акцией «Я вернулся, мама», потому что в данном проекте... Прошу прощения, я не знал, я представил как всероссийская. Ничего, это в любом случае. Спасибо, что... Мы сейчас через вас, благодаря вам, мы сейчас зрителям рассказываем о том, что в этом проекте сейчас принимают 7 стран, таких как Грузия, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения. И вот сегодня, весь Советский Союз почти. Ну да, сейчас собирается, слава Богу, алхамдулилlah. И приходят люди, обращаются к нам и просят списки, мы отсылаем списки, не говоря уже о наших российских регионах. Вот. В том числе, немаловажно подчеркнуть, на сегодняшних территориях, таких как Луганской, Донецкой, Запорожской областей, тоже бойцы лежат здесь. Вот. Мы все знаем, что на этих территориях воевали и наши деды в свое время. Вот. И вот такая вот, будем говорить, такой рок. Остальные проекты, остальные акции? Вкратце так, чтобы наши телезрители знали. Да, ну, «Последний рубеж», мы вот создали отряд «Последний рубеж». Это уже чисто поисковый? Это поисковый отряд. Почему он назван «Последний рубеж»? Мало кому известно, что сегодня в Наурском районе находится крайняя точка, куда дошел фашизм. Да, местами были случаи, как они перебирались в сторону Знаменка, там переброска была, их отбили. Ну, такие прорывы были, я читал маленько. На Малгобек 13 раз или 12 раз переходил из рук в руки. Да. Все было, ну вот в Наурском районе находится крайняя точка, самая дальняя. Там линия обороны была. Совершенно верно. Самая дальняя точка, куда пришел фашизм на территорию Советского Союза. К сожалению, вот депортация, выселение чеченского народа сказывается и на истории Великой Отечественной войны. И все, что связано с нашей территорией, она как-то, мягко говоря, находится так, ну, в таком тихо затуманенном режиме. Сейчас, конечно, алхамдулилlah, глава республики сказал, чтобы мы взялись и восстанавливали обратно свою историю, и поэтому у нас сейчас все карты в руки, как говорится, и мы начинаем сейчас восстанавливать именно историю нашего народа в Великой Отечественной войны и нашей территории в годы Великой Отечественной войны. Очень много событий, Ламайла, остаются у нас за кадром. Очень много. Будем освещать. Да. Конечно, мы благодаря вам, благодаря средствам СМИ,
мы доносим до людей. Огроменные оборонительные сооружения, которые, к сожалению, мало сохранились вокруг города Грозный. Город Грозный – это самый защищенный город в Великой Отечественной войне. Ни Москва, ни Сталинград, никто так не был защищен, как город Грозный. Мы это знаем, что было особое внимание к этому городу, и что фашисты рассчитывали его взять так целиком, готовым, как пирог. Ну, алхамдулилла, у них это не получилось. Гитлер сказал, как мы знаем, что если я не возьму нефть Грозного и Баку, то я буду считать, что я проиграл эту войну. Возвращаясь к поисковому движению, вот деятельность вашего отряда за 2025 год, скажем так. Ну, мы, скажем так, мы создали здесь региональное отделение поискового центра, патриотического центра «Русские витязи», Ставропольский центр большой. Вот. Они более профессионалы, они действуют под эгидой «Газпрома», вот, который поддерживает их. Мы открыли региональное отделение. Здесь мы открыли 2 отряда «Последний рубеж» и «Наурский рубеж». По ту сторону Терека находится Ильяс Умаев, коллега наш, соратник со своими товарищами, который возглавляет отделение русских витязей и возглавляет и командир отряда «Наурский рубеж». Здесь я возглавляю командир поискового отряда «Последний рубеж». За прошлый год только на территории Чеченской Республики найдено 12 останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной. Известно, кто они уже? К сожалению, только у нас есть сегодня отданные через военный комиссариат бумага, записка солдата, но она не определить, ее надо через экспертизу пропускать. А есть подписные 2 ложки. По одной ложке мы вот буквально 3 недели назад нашли 2 еще останков. У него тоже была подписная ложка, он житель Киргизии. Вот. Откуда призвался, мы знаем, тут же узнали, к вечеру уже была у нас информация. Великое дело вы делаете, и мы товарищи. Родственников. Очень благое дело вы делаете. Я хочу спросить, а что влечет людей к вам в поисковые отряды, ваши акции? Что их влечет? Это же волонтерское движение, по сути. Ну, Ламел, не мне вам рассказывать об отважном Данко, который просто свое сердце, потому что по-другому не может. Но все-таки мы в современном мире живем. Да, современный мир, Данко, у всех их есть. У чеченцев есть тоже такая отличительная черта, они вот любят отдавать себя, растрачивать. Не просто так. У нас 2 крайности. Или стремительно горит, или потихоньку тлеет. Поэтому мы горим, алхамдулилlah. Хорошо, снимается вопрос. Известно, что ваш отряд, вы оказываете помощь бойцам специальной военной операции. В чем именно заключается эта поддержка? Я знаю, иногда вы выезжаете в зону. Да, мы выезжали, ездили к нашим бойцам в Луганск, в госпиталь. Возили. Отсюда мы повезли, пусть это, может быть, для кого-то покажется, я знаю, что вы это поймете, так как вы тоже являетесь участником боевых действий. Ну, ветераном, скажем так. Ветераном, да. Вот, и мы возили отсюда родниковую воду, с гор специально поехали, привезли родниковую воду, повезли травяной чай, который собирали на 3000-никах у нас здесь в республике, повезли отсюда хлеб, горный, мед, все, что о родине даст им знать. Поехали в госпиталь в Луганск, потому что мы видели, что такое война. И мы знаем, как она ложится на плечи людей, и какие лишения бывают от этой войны. И поэтому мы не должны находиться в стороне. Да, к сожалению, эта специальная военная операция, она несет с собой смерть, к сожалению. И нашему народу, как никому известна боль войны. Поэтому мы пытаемся поддержать наших ребят. Мы обязаны поддержать наших ребят. А кого мы еще должны поддерживать? Хорошо сказано. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный, актуальный разговор. Говорю без пафоса, а как есть. Я очень надеюсь, что мы продолжим серию наших встреч. Еще один, я бы хотел подчеркнуть. Прошу. Есть такой фонд участников СВО и КТО в Екатеринбурге, Сергей Александрович Павленко. Совершенно недавно подарили мне, как руководителю вот опередили проекта, меня, опередили. Да, автомобиль подарили. Отобрали мой вопрос, который хотел я вам задать. Вот, и этот фонд поддерживает нас в том числе.
Здесь в республике у нас несколько. Общественная палата, Министерство нацполитики, Ахмед Махмудович Дудаев лично поддерживает наш проект. Вот, и департамент по взаимодействию с общественными и религиозными организациями. А вот с Урала нас вот поддерживает, очень сильно поддерживает фонд участника СВО и КТО. Вот Сергей Александрович Павленко, огромное ему спасибо, вот, и частично финансово закрывает наш этот фонд. Вот мы сейчас будем восстанавливать могилу одного известного белорусского разведчика, которого мы здесь тоже нашли, могила его, Каплун Степан. Она была утеряна для родственников. По обращению родственников мы сейчас будем вот восстанавливать эту могилу благодаря этому фонду. Вот это тоже я хотел донести до зрителей и сказать еще напоследок такие слова. Как сегодня у чеченцев не было никогда времени и средств, то бишь имеется в виду СМИ, интернет и так далее. Поддержки. И поддержки. Вот это самое главное. И поддержки, как сегодня у чеченцев не было никогда времени, чтобы вернуть свою историю в общий строй страны. И человек, который думает, что нам это не надо, обречен на то, что его также забудут. И если он не хочет, чтобы его внуки забыли и сказали, нам надо сегодня возвращать нашу историю в общую страну и сказать всем, наша страна, чеченцев, она начинается в Владивостоке и заканчивается в Калининграде. Это наша страна, алхамдулилlah. И кому это не нравится, как сказал Владимир Владимирович Путин, терпи, моя красавица. Это наша Родина. Это наша Родина, Тут алхамдулилlah. ничего другого не скажешь. И последний вопрос. Не могу его не задать. Вот какое у вас бывает состояние, когда вы находите погибших наших героев, находите их родственников, привозите в Грозный? Вот какое у вас бывает в то время чувство? Когда встречаетесь, рассказываете, когда вот, ну, вы понимаете. Вы задели сейчас меня, вот Аллах видит за живое, и поэтому у меня всегда наворачивается, у меня становятся глаза влажными, потому что я занимаюсь памятью своего дедушки и бабушки, как я сказал ранее. И когда мой отец умер, мечтая увидеть их могилы, и каждый раз, когда кого-то я нахожу и кому-то помогаю прийти на могилу, я всегда думаю о своем отце. И мне кажется, что в этот момент я ему помог. И Аллах, Он видит все, и я думаю, что это будет засчитано. Валлахи лам'айл. Я много людей видел, которые со слезами на глазах, будучи сами христианами, обнимали и говорили, храни тебя Аллах, храни тебя Аллах. Вот сами они христиане и говорили, ты сделал для нас неоценимую услугу. Сегодня сюда я пришел, на кладбище ко мне обратились, что не знает, куда деть ребенка. Вот я сейчас уже без записи могу сказать, Бейр дадуал возможность, куда их деть, морги не работает, что делать, помогите. Кешничка, переодеться, я говорю, привози, я помогу тебе его, твоего сына похоронить. У него родился мертвый сын, ребенок. Вот, я занимаюсь, это наполняет. Это с другого региона вам Да, он совершенно верно. Он здесь находится в командировке, он попросил. Вот. Поэтому я чувствую, что я становлюсь сильнее внутри, потому что Аллах мне на пути моем посылает только людей, алхамдулилlah, и от плохих людей Он меня бережет. И слава Аллаху. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Спасибо вам за вашу работу и низкий вам поклон за вашу работу. Говорю вам от души. И удачи вам, и успехов. Друзья, я не знаю, что сказать, вы сами все слышали. Просто сказать спасибо этому человеку, этим организациям, этим поисковым движениям за то, что они делают такую бесценную работу, возвращают из небытия наших героев, которые погибли больше 80 лет тому назад на территории Чеченской Республики. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель проекта «Я вернулся, мама», председатель общественной организации «Наш дом, город Грозный» Сайпуддин Гучигов, руководитель проекта «Последний рубеж», член Союза журналистов России. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.